понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Когда-нибудь в учебниках истории напишут о том, что именно Крым Реалии устроили энергоблокаду Крыма для того, чтобы крымчане их слушали. Здравствуйте, друзья. Если вам некого поругать, а очень хочется, приходите к нам в социальные сети. Мы с удовольствием ждем всяческих ботов, потому что всякий раз, знаете, в любом нагромождении эмоций можно найти здравый смысл. Вот именно здравый смысл мы сегодня будем искать. Поехали. Прямой эфир. Очень любопытно, на протяжении последних, может быть, 2-3 недель украинские ВИПы все чаще говорят о Крыме. Говорят о нем на самых разных международных площадках, в самых разных формулировках, но всякий раз подчеркивается одно и то же, что Крым не только является неотъемлемой частью Украины, но и то, что Киев должен разрабатывать методы, эдакую дорожную карту, эдакую стратегию по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию. И как раз-таки украинский президент давеча дал интервью нескольким украинским телеканалам. В разговоре с журналистами он в очередной раз заявил о формате «Женева плюс» для деоккупации Крыма. Кроме того, в интервью звучали слова о международных судебных исках в отношении России. Если вы это интервью пропустили, то не печальтесь. Мы выбрали из него самое интересное. Репортаж. В минувшие выходные президент Украины Петр Порошенко анонсировал широкомасштабную программу по освобождению и возвращению под украинскую юрисдикцию Донбасса и Крыма. В частности, по словам главы государства, через 2 недели начнется ряд судебных инициатив по защите госинтересов Украины на полуострове. Петр Порошенко отметил, что страна неуклонно стоит на позиции того, что полуостров был, есть и будет украинским, и осуществляет шаги для его деоккупации. В дорожной карте по возврату Крыма Украина прописала переговоры с участием ведущих стран мира, организаций и стран-гарантов Будапештского меморандума, сообщил Петр Порошенко. Чтобы создать площадку, формат, где мы это должны обсуждать, Украина сделала абсолютно четкие и прозрачные предложения. Там должны быть Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. К этому должны приобщиться и страны-гаранты Будапештского меморандума. Назвать этот формат можно «Женева плюс» и немедленно начать консультации по организации процесса. Подчеркнул Петр Порошенко. Гарант заметил, что во время вышеупомянутых встреч будут обсуждаться вопросы освобождения незаконно арестованных крымских татар и обеспечения соблюдения прав крымчан. Помимо этого, подчеркнул Порошенко, дорожная карта программ по деоккупации Крыма должна включать обеспечение международного давления, в том числе через санкции и судебные процессы. Президент также анонсировал приезд в Крым миссии Совета Европы для проведения проверки соблюдения прав человека. Эту информацию сегодня подтвердил генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд. Он отметил, что по итогам работы миссии будут составлены доклад и рекомендации, которые представят Совету в конце февраля или в марте. Кроме того, на днях лидер крымско-татарского народа Рифат Чубаров предложил изменить минский формат переговоров, а именно включить в него вопрос возвращения Крыма. Он пояснил, что в минских договоренностях речь идет о территориальной целостности Украины, но это нужно конкретизировать. Валерия Максимова для Крым Реалии. Итак, давайте по пальцам. Смотрите, какие документы у нас перечисляются. Женева плюс, минский формат, а кроме того, дорожная карта на полуострове. На самом деле, что кроется за этими словами, кроме других слов? Есть ли какая-нибудь стратегия в отношении полуострова у официального Киева? Вот обо всем этом сегодня, друзья, в этой студии вместе с экспертом Украинского независимого центра политических исследований Юлией Тищенко мы как раз и будем разбираться. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. А вот все говорят о Крыме, а вот Петр Алексеевич упомянул о том, что есть некая дорожная карта, а вообще вот на протяжении последних 2 лет, а вот как раз-таки через месяц, в 20-х числах февраля, будет 2 года ровно исполняться с того момента, как сменились флаги на полуострове, у официального Киева по отношению к Крыму мне такое ощущение, что вообще не было никакой стратегии. Так тоже, в общем-то, нельзя говорить, что совершенно никакой стратегии не было. Другое дело, что она не была так четко артикулирована, как в этом году, собственно, да, то есть Крым, если суммировать все, скажем, выступления, высказывания даже в конце прошлого года, то есть
тема Крыма, возвращения Крыма, его деоккупации, она, собственно, становится одним из приоритетов. И, во всяком случае, украинская власть это озвучила. И вот вы тут упомянули Женеву плюс. Это не документ, это формат, скажем. Единственный вопрос еще в том, насколько удастся посадить Российскую Федерацию, ее представителей за вот этот вот гипотетический стол переговоров. Но то, что это необходимо делать, это факт. Я не уверена, что это будет осуществляться в рамках минского формата. Почему? Потому что минские переговоры, они все-таки посвящены теме Донбасса и, в общем-то, неконтролируемых время на территории. И хотя один пункт этих протоколов к Минским соглашениям – это полное выведение незаконных формирований с территории Украины, он, в принципе, и соотносится с Крымом в том числе. Ну вот я просто напомню, что как раз-таки Петр Порошенко 14 января еще на пресс-конференции заявил о формате Женева плюс, и тогда же впервые он упомянул о Крыме, собственно, в 2016 году. Но и тогда в Кремле заявили, что вопроса Крыма как такового не существует для российского руководства, и, соответственно, обсуждать его никто не собирается. И вопрос, я понимаю, почему, например, вы со скепсисом смотрите на перспективу включения Крыма, там, например, в Минский переговорный процесс. Должен быть отдельный переговорный потому что процесс. Он сорвет, по большому счету, Минские соглашения. Потому что как только Украина выйдет с инициативой, а давайте еще обсуждать Крым, то просто российская делегация, например, заявит о том, что нам нет смысла теперь в рамках Минских соглашений, чтобы это ни было обсуждать, потому что изначально они создавались под другую цель, под другую задачу и так далее. Правильно я понимаю? Ну, я к тому, что переговоры так или иначе будут, там нравится это кому-то или не нравится, да, то есть российское руководство там много может говорить о том, что этот вопрос для них решен, но тем не менее есть санкции по отношению к России за ее действия в Крыму. Эти санкции продолжены, они будут сняты только после того, как сама причина, то есть аннексия и незаконная оккупация Крыма, будут устранены. Я даже склонна считать, что, скажем, в плане санкций, там нравится это кому-то, не нравится, есть разные контроверсионные, скажем, такие неоднозначные интерпретации того, что санкции с России снимут, но тем не менее по отношению к Крыму они будут оставаться и усиливаться. И украинской стороне, вот тут вы упоминали вопросы, связанные с правами человека, с политическими заключенными. Я думаю, что украинская сторона должна будет поднимать вопросы, скажем так, связанные с санкциями в обмен на права человека в Крыму в том числе. Ну, тут существует загвоздка. Загвоздка заключается в следующем, что основная часть санкций против российской экономики, она вводилась после того, как на Донбассе уже полыхнула война. То есть это было середина 2014 года. Отдельные санкции Евросоюз и Соединенные Штаты Америки ввели и персональные, и санкции, посвященные, скажем, тем или иным компаниям, именно относительно крымской ситуации. Согласен, но они довольно точечные и небольшие, насколько я помню. Речь шла об отдельных. 250 наименований товаров, на самом деле. Это только товаров, я уже не говорю про компании. Это непосредственно, которые в Крыму размещены? И непосредственно относительно Крыма, относительно, скажем, тех руководителей компаний, которые, может быть, даже и не сидят в Крыму, я сейчас персонально просто не упомню, которые связаны с крымской ситуацией. Согласен, но при этом львиная доля санкций, вот самых болезненных, например, в качестве запрета на кредитование российской финансовой, экономической системы или крупных госмонополий, она была введена после Донбасса. И вот у всех возникает вопрос, вот если завтра Россия по чечаянию внезапно согласится полностью на украинских условиях вернуть Донбасс Киеву, там вывести свои войска, вернуть контроль над границей, то все задаются вопросом. По сути, это будет означать, что если санкции за Донбасс, которые вводились против России, их снимут, то те санкции, которые вводились после Крыма, они, как, я не знаю, как пчелиный укус, на самом деле, для российской экономики. Тем не менее, они тоже, в общем-то, так или иначе существенны, в том числе они существенны для самого Крыма, даже если не говорить о российской экономике, а именно о крымской экономике в том числе, хотя я уже даже не знаю, можно ли так, в общем-то, говорить, экономика из Крыму. Но, кстати, тут дело же не только в санкциях, еще и такие интересные сюжеты возникают, там, как цена на нефть, там, и так далее, и так далее. Да, вот эти общие тренды, которые существуют в мире. То есть, так или иначе, вот даже если там гипотетически, более там через полгода
санкции относительно Донбасса с Россией будут сняты, все равно остаются огромные риски. И, скажем, вот это содержание аннексированных и оккупированных территорий, так или иначе, оно уже сегодня, скажем, издержки за это, они могут превышать существенно выгоды. Я с вами согласен, но тут вопрос, мне кажется, не выгод, а вопрос просто в том, что вот даже если доллар будет стоить 100 рублей, то бюджет Российской Федерации будет составлять 160 миллиардов долларов в год, а содержание Крыма порядка 2 миллиардов долларов в год. Даже чуть меньше с учетом курса. Но бог с ним. На самом деле мы сейчас уходим в такие экономические частности. У нас есть возможность сейчас получить комментарий у главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, потому что вот как раз-таки наш собеседник, он задал буквально вот сегодня утром очень интересный вопрос в социальной сети. Во-первых, добрый вечер, Рифат Абдурахманович. Рады приветствовать вас. Рады, что вы нашли время. Добрый вечер. У меня вопрос вот какой. Вы сегодня задали, точнее вчера вечером задали вопрос в социальной сети о том, как должен поступать Киев с гражданами Российской Федерации, которые там переехали в Крым после событий февраля-марта 2014 года, и как следует поступать после деоккупации с движимым и недвижимым имуществом тех, кто поселился в Крыму в период оккупации Крыма. И у многих возник вопрос, быть может, вы пишете какой-то законопроект, связанный, для перспективы завтрашнего дня? Во-первых, я прежде всего даю четкие сигналы, которые опираются на международное право, о том, что на любой оккупированной территории все правовые действия, акции, сделки, они априори считаются ничтожными. И хотим мы, не хотим, но эти же вопросы, я буквально вчера озвучил только некоторые из них, но множество вопросов такого правового характера возникнут перед нами, перед крымским обществом. Я хотел бы, чтобы люди, которые могут по разным мотивациям попасть в просак, чтобы они сегодня осознанно определяли свою позицию. Речь прежде всего идет о тех колонистах, которые сегодня заселяют украинскую территорию, в то время, когда государство Украина не в состоянии ее контролировать. Еще один вопрос. Вот мы слышали от украинского президента о том, что будет создана, о том, что существует дорожная карта по возвращению полуострова. А вообще, вот из той информации, которой вы владеете, вот вообще стратегия Крыма, стратегия возвращения Крыма, она в артикулированном, в каком-то формализованном варианте где-то существует в кабинетах власти? Или, может быть, какая-то инициативная группа сейчас строится над ее созданием? Но я, честно говоря, в отличие от вас, не слышал, что президент говорил о дорожной карте по деоккупации Крыма. Мне представляется, что это вы сказали. Президент такого не говорил. Я, по крайней мере, знал, где такая карта существовала. То, что касается стратегии возвращения, она есть в различных ее сегментах, в том числе и подготовленные не урядовыми организациями. Что касается собственного государства, насколько я знаю, и знаю здесь уже точно, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины работает группа с привлечением, достаточно широким привлечением общественности, прежде всего крымской, те, которые оказались на материке, и они сейчас, в общем-то, как мне представляется, я не вхожу в эту группу, но из рассказов членов Меджлиса, которые входят в эту группу, я понимаю, что они обсуждают концептуальное положение стратегии. Еще один вопрос. Может ли быть, например, придание Крыму, крымской автономии национального статуса быть одним из шагов, из стратегий, одним из шагов вот в этой стратегии по возвращению полуострова? Я исхожу из того, что я повторяю, я об этом говорю буквально, может, даже с первых месяцев оккупации. В любом случае возвращение Крыма в состав Украины или, скажем так, более общо деоккупация Крыма будет осуществляться в результате очень сложных, противоречивых переговоров в международном формате. И, разумеется, здесь каждая из сторон будет пытаться опираться на те или иные свои аргументы, которые базируются на международном праве.
Право крымско-татарского народа на самоопределение – один из базовых аргументов, которые могут быть использованы той или иной стороной. Понятно. Спасибо, Рифат Абдурахманович, что нашли время присоединиться к нам. Я напомню, что с нами на связи был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров со своим видением того, какой может быть стратегия по возвращению Крыма. Друзья, я напомню, что в этой студии буквально через секунду мы продолжим вместе с Юлией Тищенко обсуждать то, какими реальными шагами эта стратегия по возвращению Крыма может быть насыщена. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну, как и говорили, вместе с Юлией Тищенко обсуждаем стратегию, которая, как стратегия Шрёдингера, вроде бы то ли есть, то ли ее нет в отношении аннексированного Крыма. То есть вот я так понимаю, что главная проблема всей этой ситуации в том, что международный опыт правовой, он достаточно скуден на аннексии, и что операции отталкиваться можно не от такого уж большого количества прецедентов при создании любых нормативных документов. Правильно я понимаю? Ну, по большому счету, да, и со времен окончания Второй мировой войны, собственно, аннексии-то и не было, по крайней мере, на европейском континенте. На европейском континенте, да. Вот, и поэтому тут вообще сложно говорить о наличии какого-либо вообще европейского опыта, да, в этой сфере. Если говорить о каких-то стратегических направлениях деоккупации, то вот у Украины на самом деле не такое широкое меню, да, того, что она может делать в этой ситуации. Вот, и по большому счету здесь необходимо, я думаю, что эти вопросы рассматриваются, это формирование именно повестки дня, связанное с такими элементами деоккупации, как политики, например, в сфере образования относительно крымчан, да, в сфере той или иной возможности работы с документами. Вы упомянули в самом начале иски, да, по отношению к Украине. По отношению к России. По отношению к России. Так вот, только собственности государственной, объектов собственности 1500. Вот. А если говорить про которое осталось, собственно, и те предприятия, то есть значительный перечень их существует, которые, собственно, у нас на балансе Фонда государственного имущества Украины, они включены уже в реестр российской собственности, да, то есть вот с такими очень интересными вещами что можно делать? Я уже не говорю про собственность, частную собственность, да, юридических лиц. То есть это очень серьезные вопросы на самом деле. Причем это касается не только каких-то экономических вопросов, это касается и вопросов, связанных с культурной политикой в том числе. То есть у нас перед Новым годом российское руководство издало некое постановление, по которому чуть ли не вся, порядка 200 объектов той собственности, которая в Украине, скажем, Украиной не администрировалась, но тем не менее она в различных реестрах международных, как украинская. То есть Россия их делает объектами федерального значения. То есть это уже, то есть это такое, я даже не знаю, как это сформулировать. То есть даже элементы экспроприации, которые, по сути, присутствуют и сегодня в российской политике, и чем дальше, тем больше. То есть такого рода вещи также, помимо исков, я думаю, что это предмет для переговоров. Если говорить про какие-то дорожные карты, которые вы упомянули, честно говоря, я не располагаю информацией, что и мы как. Только что нашли на сайте президента Украины, который заявил, это официальный сайт president.gov.ua, в котором он говорит о том, что нужно создать площадку и формат, где будет обсуждаться тема Крыма, и что там должна речь идти об освобождении законно арестованных крымских татар, об обеспечении соблюдением прав крымско-татарского народа. Это все цитирую. Дорожной карте программ по деоккупации Крыма, которая, среди прочего, должна включать и осуществление международного давления, в том числе при помощи санкций и судебных процессов. То есть президент Украины, глава государства, говорит о том, что подобная дорожная карта должна быть разработана в рамках одного из международных дискуссионных площадок, например, Женева Плюс. Как минимум в этом вопросе мы смогли поставить точку. То есть правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о стратегии возвращения Крыма, когда официально Киев говорит о стратегии возвращения Крыма, речь идет о том, что это должен быть документ, в котором прописано, что делать в средней, краткой и долгосрочной перспективе, вплоть до того момента, когда, я не знаю, снова сменятся флаги на территории полуострова, и первый украинский политик прилетит в Симферопольский аэропорт.
Ну, я не знаю, скажем, как может выглядеть этот документ, там, долгосрочные или там среднесрочные цели, но, тем не менее, вот то, о чем вы озвучили, да, безусловно, это может быть, по крайней мере, на начальном этапе предмет для переговоров, да, то есть права человека, в том числе собственность, различная собственность и как бы видение будущего. Я думаю, что с видением будущего, ну, несмотря на то, что, ну, по сути, само и незаконная оккупация, аннексия, они как бы вообще за рамками права международного, вот, и будет, безусловно, очень сложно найти какие-либо, ну, их просто не существует, какие-то юридические механизмы. По сути, это должны быть политические договоренности, и, безусловно, гарантами должны тут выступить те, скажем, страны и европейские гаранты в рамках Будапештского меморандума, вот, которые, скажем, могут каким-либо образом повлиять, в том числе и на позицию России относительно Крыма. Важно другое еще. Если мы скажем, еще некоторое время тому назад, скажем, не могли себе представить подобные форматы, то уже то, что они, по крайней мере, артикулируются, что есть какие-то, ну, надеюсь, зримые движения в этом направлении, оно указывает, что тема Крыма не забыта. То есть никто, скажем, не перевернул эту страницу. Вот. И тема Крыма дальше, она, ну, наряду с тем, что происходит на Донбассе и, возможно, в других регионах мира, да, она будет, в общем-то, на повестке дня. То есть никто, скажем, не закрыл глаза, не простил и не сказал, да, вот так и было. Вот это уже важный момент, и, по крайней мере, то, что это политически было таким образом озвучено, вот это уже, ну, указывает на то, что продолжение мы должны увидеть. Ну, я повторюсь, тут есть очень вот этот вот как бы такая зона риска или такая серая зона смыслов, когда вот я повторюсь, если Россия внезапно выполнит все пункты Минских соглашений и уйдет с Донбасса, то санкции, вот реально те санкции, из-за которых сегодня страдает ее экономика, они будут сняты. Но есть другие, могут быть введены, скажем, другие механизмы, другие санкции, вот другие рычаги влияния. Вот важный момент. И я думаю, что сегодня это также очевидно обсуждается, и об этом, собственно, будут говорить, это тоже предмет для обсуждения. У нас 2 минуты, и я хотел бы тот же вопрос задать, который задавал Рифату Чубарову, о том, что объявление Крыма, например, национально-территориальной автономии крымско-татарской, оно может быть там элементом такого стратегии на международном поле, то есть, например, когда Украина получает статус страны, которая заботится, например, о коренном народе полуострова, в отличие, там, например, от России, и на международных дискуссионных площадках она может это использовать, в том числе, там, например, как рычаг убеждения западных партнеров. Ну, насколько я понимаю, там, осознанно или нет, но такая стратегия уже, собственно, была в свое время избрана еще 20 марта 2014 года, когда Украина присоединилась тогда к декларации ООН про права коренных народов, хоть это рамочный документ, но тем не менее. Вот. И так или иначе, ну, украинское политическое руководство, оно вот тему, связанную с правами национальных групп, национальных меньшинств, коренных народов, все время озвучивает. Я не могу точно сказать, значит, будет ли именно тема крымско-татарской национальной территориальной автономии, в каком виде звучать на этих переговорах, но то, что тема прав национальных групп, коренных народов будет в повестке дня, то есть, на мой взгляд, это уже очевидно. Вот, и, ну, как бы по совокупности того, что происходит в Крыму по отношению к крымским татарам, по отношению к украинцам, которые там осуществляют ну, по сути, есть меньшинство в меньшинстве. Эти сюжеты так или иначе, вот связанные именно с этой правозащитной тематикой, они будут на повестке дня. Тем более, что ситуация ухудшается, то есть мы вообще не видим тут просвета никакого и никаких, в общем-то, каких-то таких благостных оснований, которые бы нам говорили, что вот осознание всей важности и всей сложности этой темы к российскому руководству пришло. Скорее, есть спекуляции и открытое давление. Да, согласен с вами. Спасибо, Юлия. Спасибо Юлия вам. Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований, была гостем программы «Крым Реалии». Ну, друзья, если смотреть как бы безэмоционально на все происходящее, то, конечно, для нынешнего политического руководства Российской Федерации нередко создается ощущение, что Крым — это такая самая главная имперская вишенка на торте, отказаться от которой означает отказаться от любых таких вот имперских, может быть, реваншистских планов. Я думаю, что, конечно, эта история, знаете, про то, что про Крым,
про Крым как смерть Кощеева. Вот поймали утку, распотрошили, вынули зайца, распотрошили, достали яйцо, разбили иглу, спрятали в Крымских горах. Но мы ее обязательно найдем. Мы — это Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.